нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о современной молодой якутской семье. Друзья, внимание на экран. Появление ребенка в семье – настоящее испытание для родителей, как бы они ни готовились к пополнению в семье, особенно для молодых. Иногда у родителей в молодой семье нет возможности самостоятельно справиться с различными бытовыми заботами, а также с финансовыми трудностями. Каждая молодая семья – это особая ячейка общества, которой необходимо помогать. Алена и Владислав Ядреевы – молодая семья, успешно совмещающая быт, бизнес и блогерство. Двое детей ничуть не отягощает ежедневный труд молодых родителей, а их блог пользуется большой популярностью по всей республике. Какой должна быть современная молодая якутская семья? Как нужно преодолевать трудности семейной жизни и обеспечивается ли должным образом поддержка молодых семей в республике? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Мечтатели – это те, кто считают, что современная молодая якутская семья дружна и амбициозна. А Якутия знает много примеров молодых и успешных семей. В Якутии достаточно много мер поддержки, главное желание работать во благо своей семьи. Реалисты же считают, что понятие «семья» теряет свою значимость, так как для молодых людей в настоящее время становится приоритетом построение своей карьеры и своей личности. Молодые семьи часто переживают кризис в отношениях, мер поддержки недостаточно, в том числе отсутствует качественная психологическая поддержка. При этом каждая из сторон должна стараться перекинуть на свою сторону больше участников из противоборствующей. У каждого из вас в конце передачи будет возможность поменять свою точку зрения. При этом мечтатели будут справа, реалисты слева. Делимся. Итак, встречаем наших героев. Креативные и амбициозные. Мотивирующие и вдохновляющие. Обаятельная молодая семья. Алена и Владислав Ядреевы. Присаживайтесь. Алена и Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вам дается ровно минута для того, чтобы вы могли рассказать нам немного о себе. Всем привет. Меня зовут Алена Ядреева. Я мама двух замечательных детей, а также жена. И я закончила хореографический колледж, балетную школу в 2012 году. Также закончила финансово-экономический институт. И в АГИКИ закончила направление хореографическое искусство. Работала в театре, также работала хореографом. Здравствуйте, меня зовут Владислав. Я в 2012 году закончил физкультурный институт. Также сразу проработал 9 лет преподавателем физкультуры в СУФУ и параллельно вел свои бизнесы. Это строительный бизнес, служба доставки «Родничок» и также семейный наш бизнес. Это школа танцев и магазин одежды женской. Начнем мы с небольшого блиц-интервью, соответственно, будут быстрые вопросы, но и быстрые ответы от вас. Так, первый вопрос. Считаете ли вы себя примером для других? Наверное, да. Почему? Потому что мы достаточно молодая семья, мне 29 лет, а мужу 32, и как бы совмещаем и работу, и бизнес, и смотрим за детьми сами. Что позволяет вам чувствовать уверенность в завтрашнем дне? Ну, в нашем случае это наша работа. То есть наши цели – это как бы совместные цели с супругой, с детьми. Это развитие духовного плана, да, ценности, общие ценности, вот это вот развитие вот этих целей. Зачастую говорят, что счастье любит тишину. Но когда началась ваша публичная активность? Наша вот активная блогерская жизнь началась где-то 2 года назад. Так получилось. Это было интересно другим аудитории, читателям. И постепенно уже вот сейчас огромный блог. Как вы считаете, почему в настоящее время все чаще молодежь выбирает карьеру, нежели семью? Карьеру выбирает молодежь из-за того, что они видят везде успех, показывают свой успех, и каждый тянется к этому успеху и хочет как бы быть успешным. Это лично мое мнение как бы. А как родные относятся к вашей публичности? И встречаете ли вы непонимание со стороны окружающих? Особо таких негативных не было. Как бы с пониманием отнеслись и наши родители, и родственники, и друзья.
мы понимаем, то, что у вас достаточно большая аудитория, поступает наверняка множество комментариев, какой-то обратной связи, и встречаете ли вы какое-то непонимание вот именно со стороны вашей аудитории? Нет, такого нет. Слава богу, у нас аудитория такая теплая. Не токсичная, да? Вообще, ни одной. Редко, вот, не знаю, были моменты, но вообще я не обращаю. Мы на это не обращаем внимания и свои ресурсы на это не тратим. Из-за этого сейчас вообще ничего нету негатива. Наоборот, такая душевная, теплая аудитория сейчас. Итак, Алена, Владислав, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе. Это у нас и студенты, и работающая молодежь. Справа от вас расположились мечтатели. Это те, кто считает, что современная молодая якутская семья дружна и амбициозна. Якутия знает много примеров молодых и успешных семей. В том числе в Якутии достаточно мер поддержки. Главное желание работать во благо семьи. Слева же от вас расположились реалисты. Они считают, что сегодня понятие «семья» теряет свою значимость, так как для молодых людей в настоящее время становится приоритетом построение карьеры и своей личности. Молодые семьи часто переживают кризис в отношениях, мер поддержки недостаточно. В том числе и отсутствует качественная психологическая помощь. Друзья, давайте сейчас мы обратимся к вам, узнаем, почему вы оказались с той или иной стороны, чем обусловлен ваш выбор. Ну, в первую очередь, давайте обратимся к стороне мечтателей. Друзья, поделитесь, пожалуйста. Эту сторону, потому что я считаю, что сейчас молодые семьи Якутии очень амбициозны, они разносторонне развиты, они могут совмещать и бизнес, и семейные ценности, всяческое развитие, даже на примере вас. И я знаю тоже очень много таких примеров. Считаю то, что поддержка очень хорошо оказывается в плане разных ипотек для семей, материнских капиталов. Даже на примере нашей республики это выплаты за каждого ребенка в этом году. Спасибо. Реалисты, пожалуйста, почему вы выбрали эту сторону? Молодая семья при становлении испытывает очень много трудностей именно в отношениях. Они, когда они молоды, они хотят больше свободного времени. И также они испытывают именно финансовый кризис. Мечтатели, пожалуйста. В отличие от других стран, у нас все намного лучше. И то, что сами люди в Якутии более умеют совмещать все из-за нашей погоды. Сначала нужно с себя начать, быть образованным человеком, духовно-культурным человеком, может, каким-то эстетически развитым. И после этого только заводить детей, чтобы мочь себя обеспечить, свою жизнь, и тем более детей, потому что дети — это такая ответственность, но не все это понимают. Пожалуйста. В принципе, у нас достаточно хорошая организация помощи молодой семье. Я не считаю, что можно как-то разделять карьеру и семью. Это как выбрать, либо я ем только суши, либо я ем только пиццу. Я хочу в один день есть суши, в другой пиццу, и мне это не мешает никак. Собственно говоря, я могу реализоваться не по одной линии, а сразу по нескольким. В наше время сейчас очень сложно именно современным молодым семьям как-то образоваться, и сложность именно заключается в том, что нет какой-то сильной финансовой поддержки, тем более в наше время сейчас, когда мы понимаем, какое сейчас у нас время тяжелое, поэтому я выбрала данную позицию. Спасибо. В особенности последние десятилетия, последние годы семья развивается в разных аспектах, и мне это очень нравится. И семья Ядреевых для меня является таким примером. Реалисты, пожалуйста. Я считаю, что в данное время не хватает поддержки со стороны государства, финансовой для молодых семей, и недостаточно пособий каких-то и программ, а также психологической поддержки тоже. Хорошо, давайте перейдем к вашим вопросам, к нашим гостям. Пожалуйста, мечтатели, давайте начнем с ваших вопросов. Случались ли у вас какие-то недопонимания, разногласия, и как вы их решали, как вы приходили именно к одному мнению? Спасибо за вопрос. Конечно, в молодой семье, в любой семье, наверное, есть какие-то трудности. Как мы это решаем? Мы сидим и обговариваем вот эти моменты. То есть методом общения выясняем, какие у нас есть недостатки, какие у нас возникают недопонимания и вопросы. И вот методом общения мы сидим и разбираемся. И каждый день мы работаем над этим. Специалисты, пожалуйста.
Достаточно ли информировано население о мерах поддержки молодых семей? Да, я бы сказал да. Почему? Потому что у нас очень сильно работает, есть услуга такая, госуслуги, да. В нашем случае мы получали различные виды пособий при рождении ребенка, материнский капитал и так далее. Там все указано. Если человек желает, изъявляет свое желание, там посмотреть и так далее, то он ищет и находит свою нужную информацию, да. Да, информация есть. У меня вопрос достаточно интересный, наверное. В любом случае, когда семья развивается, наступают эти кризисные моменты, когда и работа надоедает, и дети сегодня особенно себя баловно ведут. И как вы находите, и где вы находите силы, ресурсы, чтобы продолжать не заканчивать свое дело и ставить какие-то новые цели, а не сказать, так, все, стоп, хватит на сегодня, я хочу отдохнуть. На это у меня тоже простой ответ. Нужно заниматься любимым делом. Да? Например, у меня школа танца, я учу детей к прекрасному, да? К танцу. Это красивое искусство. И у меня никогда не было такого, что я устала, стоп, не пойду на работу. Такого вообще не было. Когда есть дело по душе, этого вообще нет. То есть все равно, если тебе нравится, все равно ты идешь и делаешь свое дело с любовью, получается. Думаю, сейчас всем интересно, и у меня вопрос такой, как вы познакомились? Долго общались, потом уже дружеские отношения 2 года, потом он сделал предложение и поженились, и сейчас уже 7-й год вместе живем. Реалисты, пожалуйста, ваш вопрос. У меня такой вопрос. Тяжело ли вам совмещать работу и семью? И как вы с этим справляетесь? Какие трудности у вас возникают, например? В каждом случае, конечно, есть и свои плюсы, и минусы, да. В нашем случае, я бы сказал, не так сложно, потому что мы вдвоем, объединенно, сообща делаем. Например, если кто-то из нас уходит на работу, например, Алена, если уходит на работу, то я остаюсь за детьми, присматриваю и одновременно стараюсь выполнять какие-либо действия, то есть по работе, либо же с детьми заниматься и так далее. А если я ухожу на работу, то и наоборот. В нашем случае сейчас так работаем. Пожалуйста, еще вопрос. Когда вы совмещаете свой блог и работу, ваши дети как на это реагируют? И не капризничают ли, что со стороны отца или матери нет должного внимания к ним? Одна из болей вообще предпринимателей – это растить правильно детей. То есть это правильное уделение времени детям. То есть все равно физически нас, предпринимателей, не хватает в любом случае. Это семья, работа, дети, все в балансе держать. Это очень сложно. В какой-то момент все равно не уделяется время детям, правильно, да? И мы стараемся, мы работаем над этим, сильно хотим вообще проработать этот момент с детьми, с нашими, да? То есть наша дочка уже в следующем году пойдет в школу, сын уже начинает полностью говорить, спрашивает очень много. И мы хотим, чтобы их кругозор был шире, и они общались вообще сильно с нами общались, да. Еще вопрос, пожалуйста. У меня такой вопрос. Ощущаете ли вы конкуренцию между семейными блогами Якутии? Конкуренции на самом-то деле нет. Я считаю так, потому что мы очень хорошо со всеми блогерами, да, общаемся, встречаемся, зовем друг друга на мероприятия, на открытия. И я лично такого конкуренции не ощущаю. Как вы считаете, дорого ли содержать в данное время вообще семью? И как считаете, смогли бы вы ее содержать, не имея собственного бизнеса, а работая в найме? Как раз Владислав говорил, что ранее работал преподавателем. Да. Я думаю, да, можно, потому что большинство людей, россиян, сейчас так и живут, потому что сейчас государство, на самом деле, очень хорошая поддержка у государства. Это различные пособия, мат-капиталы, ипотека низкая, да. На самом деле, кто нуждается в этом, он находит, эти пособия различные. И еще государственные работы, сказать, да, у них социальные выплаты всякие. В нашем государстве это очень сильно развито есть, я бы сказал.
Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим, пожалуйста, внимание на экран. Поддерживаются ли должным образом молодые семьи? Чего не хватает и о каких программах вы знаете? Ну, в принципе, у нас вот ребенок только месяц назад родился. Ну, мне кажется, поддерживается полностью. Все вовремя, все компенсации, все там. О каких программах я даже не задумывался об этом, если честно. Знаю только о пособии до 17 лет. Я думаю, поддерживается. Молодые семьи поддерживаются за счет тех средств, которые выделяет республика. Но так как я уже давно не молодая семья, поэтому какие-то там выделения, помощи я не знаю, кроме материнского капитала. Просто не в курсе, потому что я сама пока не семья. Сейчас на данный момент молодые семьи хорошо обеспечиваются и самим президентом, и правительством. Ну, так что я, наверное, думаю, всем все хватает. Ну, как будущий родитель говорю, что, в принципе, все устраивает. А именно в социальных выплатах, которые... Ну, первое, это помощь Владимира Владимировича Путина, да, путинские есть начисления, а потом николаевские есть начисления. Малоимущим семьям помогает, тоже есть начисления. Вот, наверное, все. Ну, поддерживается. Не хватает. Ну, не знаю, допустим, у нас ипотека, и это не учитывается при получении пособий. Вот. Хотелось бы, чтобы учитывались такие минусы. Я не знаю, если честно, не в курсе. Ну, я думаю, они должны поддерживаться, так как это молодожены, которые только-только освоили этап возраста жизни. Думаю, как им нужна опора. Ну, думаю, для государства всякие есть всякие льготы для них. Я думаю, да, очень даже поддерживает государство, многодетных детей особенно. Я сама многодетная мама. Вот. И, ну, мне кажется, очень даже поддерживает. Я даже вот сейчас не могу перечислить, кроме многодетных у меня. О программах не знаю, но думаю, достаточно поддерживает, судя по всяким льготам. Ну что, мы с вами посмотрели видеоопрос, услышали то, что мнения на самом деле в основном положительные. Большинство все же склоняется к мнению, то, что да, у нас молодые семьи поддерживаются достаточным образом. Но давайте зададимся этим вопросом сами лично для себя. Как считаете вы, поддерживаются ли должным образом молодые семьи? Чего не хватает? И о каких программах знаете лично вы? Давайте начнем со стороны мечтателей. Пожалуйста. Ну, как я уже говорил, я знаю о программе именно вот у нас в Якутии, как в этом году за каждого ребенка вот дают 100 тысяч. Это очень открыто говорили по телевизору, по всем информационным системам, поэтому я думаю, что каждый, кто с этим сталкивался, знает об этом. Также это различные материнские капиталы за каждого ребенка. Это поддержка, как уже правильно говорилось, малоимущих семей. То есть если вам не хватает заработка, вас все равно поддержит государство, как-то вам всячески поможет. Различные ставки по ипотекам. Как вот мы уже увидели у вас, как я понимаю, тоже по ипотеке немного другая ставка. Вот. Я считаю то, что очень хорошо поддерживается. Но именно насчет психологической помощи, я думаю, тот, кто хочет ее получить, тот, кто хочет ее найти, найдет ее на информационных как раз-таки системах всяческих. Спасибо, давайте поаплодируем. Реалисты, пожалуйста. Вот все заметили, наверное, что все говорят о деньгах только. Вот я сама соглашусь, что именно финансово поддерживается. То есть я не говорю, что совершенно нет помощи. Но психологическая помощь, психологи очень достаточно много берут. То есть там первый сеанс может быть бесплатным, но одного сеанса ведь мало. И дальше, то есть там час может стоить приличных денег, и не каждая семья может себе это позволить, а семейный психолог, я считаю, что это очень важно. То есть не только индивидуальный, а именно семейный для общих. И вообще я бы хотела задать вопрос. Вот вы пользуетесь услугами семейного психолога? Мы, честно признаемся, ни разу не пользовались такими услугами, но я слышал при университете СУФУ, да,
молодым семьям есть поддержка, может, кто-то скажет, да, вот есть такие вот психологи, вообще отдел такой есть, то, что молодым семьям, именно вот студентам вот помогают. И я думаю, то, что даже в городских каких-то вот этих случаях есть, наверное, такие, в округах имеется в виду, да, в нашем округе, наверное, есть такая вот бесплатная услуга. Я думаю, есть. Самый важный стимул помощи – это личное желание. От того, что кто-то решил, что этой семье нужна психологическая помощь, а он ее так не получит. Пока сам заявитель не захочет ее получить, он ее и не получит. Поэтому на самом деле, когда мы говорим о потребности, она не так часто проявляется со стороны человека, как могла бы. Хотелось бы мне, как психологу, чтобы нас было больше? Да, конечно. Я вообще всегда за расширение, да, психологического образования и пространства. Но на сегодняшний день говорить о том, что нет, это, я считаю, тоже не совсем верно будет. Вот Хорошо. вы говорите, что есть центр, да, то есть бесплатный, и вот захотят все люди наши Якутска пойти туда с семьями своими, да, может, даже увидев вот эту программу и узнают первый раз, например, я не знала, что у нас есть бесплатно, вот, пойдут, и это же очередь будет нереальная, и получается, и помощи-то не получат. Потому что пока дождутся свою очередь, легче уже получается платного, и вот опять деньги. Ну, опять, если мы говорим, да, я уже сказала, что не только у нас центры есть, у нас есть еще и НКО по категориям семей. То есть каждая категория семьи может обратиться там, в определенную некоммерческую организацию, где у нас есть психологи, волонтеры. У нас при том это и студенты, и квалифицированные уже психологи. Да? Каждый может, у нас студенты, психологи выступают как ассистенты. Вы можете обратиться в это НКО и получить соответствующую помощь. То есть для каждой категории семьи есть свое НКО. Для семьи, где у нас есть, например... А где информацию о них найти? Где информацию о них найти? Да. Заходите на сайт Института психологии СФУ, заходите в различные... Он постоянно обновляется, да? То есть там всегда есть актуальная Да, информация. заходите в Центр психологии медицинско-социального сопровождения, заходите в Министерство социальной защиты. Все это там публикуется. Просто то, что на эти сайты никто не заходит, это немножко, наверное, другой вопрос. Алена, Владислав, а как считаете вы, собственно говоря, поддерживается ли на достаточном уровне у нас молодая семья в Якутии? И чего, возможно, не хватает, на ваш взгляд? Я отвечу то, что чего не хватает. Да? На самом деле мы, как я ранее говорил, мы не пользовались услугами психолога семейного, да, потому что мы не знали вообще, как бы есть, существует вот такое. Мы в фильмах смотрим, то, что есть семейные психологи и так далее. Мы не находили в просторах интернета и так далее, объявления и так далее, афиши. Сейчас вот не хватает именно информационной рекламы, что ли, как это правильно называется, информационная реклама или когда вообще вот то, что вот семейный психолог, вот он бесплатный, вот придите, укажите вот свои проблемы и так далее. Вот такого сейчас нету, да. А если вот проблема будет, как проблема у человека будет, он тогда вот идет и да, находит как бы, да. А на самом же деле надо решать как бы вот этот вопрос до появления на самом деле проблемы и так далее, как профилактические вот действия. То в таком зародыше как бы оно более эффективно. То есть информация должна быть более доступной для жителей. Населения. А как вы считаете, вообще нормально ли у нас общество относится к тому, чтобы вообще обращаться к психологу? Просто если мы взглянем немного назад, на пару лет, скажем так, прошедших, мы с вами наверняка вспомним, как типа поход к психологу ощущался как что-то... К психиатру. Да, как что-то, как отклонение от норм. Да. А сейчас такое наблюдается, на ваш взгляд? Наоборот, сейчас, мне кажется, вот каждая семья или каждая личность должен иметь своего психолога. Это норма. Психологическое здоровье — это важнее, как бы нужно следить за этим, нужно знать об этом. Просто мы сейчас в данное время, как бы наше общее население не знает об этом, как бы какая суть вообще вот пользы об этом. Люди уже начинают осознавать, осознанно уже понимают, то, что психологи — это уже норма жизни, да? Чего все-таки не хватает в мерах поддержки, помимо психологической помощи? Именно в наше время, то есть сейчас у нас очень дорого все стоит, и у нас также скажем, то, что суровая зима, ребенка нужно одеть, обуть, но не забывая о себе тоже, потому что нам тоже нужно питаться чем-то, и
одеваться тоже нужно. И также эти социальные выплаты, в принципе, очень иногда сложно получить. Например, если у вас есть машина, то вам, вероятнее всего, не одобрят эти социальные выплаты, потому что будет считаться то, что у вас заработок превышает. Если у вас, например, есть машина, то вам могут спокойно отказать в этих выплатах. Поэтому я думаю, то, что выплаты еще нужно получить. Нужно собрать документы, потому что с этим тоже очень большая морока с документами. Поэтому все-таки каких-то денежных финансов все равно не хватает даже на одного ребенка, если выделяют по 17, по 20 тысяч. В наше время это, можно сказать, уже даже не деньги. Ну, наверное, если представить, то, что социальных выплат вообще не стало, ну, соответственно, у нас, наверное, количество семей сократится, да? Да. И вообще, Вот, семьей- вот по поводу, смотрите, непосредственно сокращения семей, давайте поговорим, обратимся к статистике. Статистика нам говорит о том, что порядка 80% браков, они приходят к разводу. И как вот вы считаете, какие ключевые проблемы вообще приводят к разводу? Давайте вначале послушаем наших гостей, ну и далее обратимся к нашей аудитории. Как считаете, какие проблемы все-таки приводят к тому, что, ну, 80% браков по статистике Ну, это распадается? Да, ну это тоже мое мнение. Это основная причина, это, наверное, из-за бытовых, да, это материальная, наверное. Меньше денег зарабатывается семьей, всегда, как бы, в нашем случае даже такие вот моменты возникают тоже, да, это не скрываю, потому что деньги в нашей жизни, как бы, не маленькую роль играют, как бы, да. Но Любовь любовью, да, как говорится? Любовь любовью, да? Да, любовь любовью, но все-таки жить-то надо, как бы, да, даже в таких суровых условиях, тем более. И все равно основная причина, как считаю, это финансовая. Вот. Алена, вы согласны? Может, есть... Я согласна с что-то супругом. Основная проблема, наверное, в материальном. Но и быт тоже, наверное, со временем тоже становится большой проблемой для молодых семей. А можно задам тоже вопрос? Какой вариант для вас привлекательнее? Вот когда оба человека, они порознь, развиваются, достигают чего-то, и потом уже начинают встречаться и как-то вместе свой путь прокладывать. Или когда они оба неопытные и развиваются, уже растут вместе. Второй вариант мне более симпатичный, потому что в нашем случае тоже так же было. Мы сначала поженились, потом стали вместе развиваться. И, да, у нас есть семейные ценности, у нас есть свои определенные цели, да, личные цели, также семейные цели, и мы идем уже вдвоем вместе, об руки, и достигаем цели. Ну, так более, мне кажется, кайфово, что ли. Уже ты понимаешь, что мы семья, у нас 2 детей, и мы стараемся для них делать все хорошее, и для своей жизни тоже. Спасибо, давайте поаплодируем. А как вы считаете, собственно говоря, наша аудитория, какие проблемы все же приводят чаще всего к разводу? Пожалуйста. Я, безусловно, согласен, то, что материальные проблемы — это очень важно. Они все касаются каждого из нас, затрагивают. Но все-таки я считаю то, что немалую роль играют все-таки как раз-таки и бытовые проблемы, и проблемы с тем, то, что у партнеров возникают недопонимания, теряются чувства, и они не хотят совместно работать над проблемой как раз-таки денежной. То есть, когда у них общая цель построить именно семью хорошую, они найдут способ не разводиться, а найти решение этого материального недостатка. Вот, хотела бы добавить к этому. Именно когда вот дети появляются, тогда вот проблемы становятся глобальными. Проблема не в детях, а именно в семье, которая в какой-то момент просто оступилась, и никто им не помог. И вот эти центры поддержки, вот эти психологические, они как-то у себя на сайте сидят. Откуда мы должны знать, что на сайте? Почему это нельзя так, как сказать, распространить прям? Вот это то, что должно действительно показывать по телевизорам, в новостях быть, потому что это очень востребовано и в семьях, и не только в семьях, вообще и в любой возраст, и в любом поле. И неважно от гендера, национальности и везде. Психологическая помощь, я считаю, что это вообще на первом месте. Спасибо, давайте поаплодируем друг другу. Давайте зададимся тогда вопросом, должна ли вообще современная якутская семья, молодая,
вообще соответствовать какому-либо образу. Нужно ли этим образом вообще следовать, идти им, ну и непосредственно Популяризировать его. этот самый какой-то определенный образ. Давайте начнем со стороны мечтателей. Я думаю, что это сугубо индивидуально. Каждый развивается в своем направлении и не должен следовать какому-то примеру. Да, если это им подходит, если это им родственно, то, конечно, они могут послушаться других людей и следовать их примеру. Но если это совершенно разнится, зачем кому-то подражать? Нужно строить именно свои отношения на своих ошибках и пробах и пытаться все сделать хорошо. А есть ли у тебя какой-либо идеал семьи? Я думаю, да, мои родители для меня тоже являются каким-то идеалом, потому что я вижу, как они все еще хорошо общаются спустя очень много лет, находят общие темы, хотя они, наверное, уже обо всем поговорили. Поэтому да. Идеального образа быть не должно, но должна быть популяризация семейной жизни. Это две разных вещи, потому что образ идеальный — это то, чему нужно соответствовать. А семейная жизнь — это как еще один ресурс, источник, откуда вы можете черпать силу, энергию, вдохновение. Ну вот, собственно говоря, вам пример, да? Семья, которая черпает вдохновение из своей семьи. Поэтому мой ответ будет такой. Но, наверное, стоит популяризовать именно семью с настоящей стороны, со всеми проблемами, трудностями, чтобы относились как к чему-то реальному люди. Да, что есть реальная семья, где, конечно, будут и ссоры, и скандалы, и дети вам, возможно, спать не будут давать, но за это вы получаете еще больше. И тогда образ реальный, он никогда не пугает. На самом деле. Пугает что-то новое. Вообще создание семьи пугает. Но реальный образ, идеальный образ, вернее, будет пугать больше, чем реальный, потому что идеальный всегда вопрос стоит, а могу ли я соответствовать вот тому, что я вижу? Тогда как реальный, да, я могу. Спасибо. В принципе, идеальный образ семьи — это хорошо. Для нас, именно современных людей, для нас это хорошо, то есть мы можем видеть, какая семья есть на самом деле. И когда блогеры, например, показывают, что у них бывают тоже переломные моменты, это дает нам тоже понять, что, в принципе, идеальная семья — это не обозначает то, что у тебя должен быть в 20 бизнес, например, и как раз у тебя, вот, например, тебе 20 лет, у меня ребенок, и у меня типа бизнес. В том смысле, что в 20 лет у нас есть ребенок, и благодаря нашему ребенку, чтобы ребенок наш был счастлив, мы построили, например, такой шикарный бизнес, чтобы у нашего ребенка была благополучная жизнь, не такая, например, как у нас, да, а мы хотим, например, лучшего. Вот именно в этом русле нужна именно вот такая вот идеальная семья. Ну и какой совет вам бы хотелось дать нашей сегодняшней аудитории, нашим телезрителям? Хотел бы посоветовать молодым людям при создании семьи. Любовь, она важнее, да. Не смотрите там на финансовые показатели, какие-то материальные показатели. Любовь выше всего. Любите, будьте любимы. Но если есть любовь, тогда все остальное будет, да? У вас будет и цели, и ценности, и у вас будет желание все это делать, да? То есть вы будете больше зарабатывать, вы будете стремиться к этому, да? Вот, например, хотела добавить, когда родилась наша дочка, Влад именно с целью того, что моя дочка должна пить чистую воду. С этой целью он открыл свой первый бизнес. Я желаю всем не бойтесь, потому что построить семью, создавать, это на самом деле очень прекрасно. Ну что ж, у нас наступил тот самый момент истины, когда вы можете поменять свою точку зрения. Соответственно, мечтатель, который убедился в аргументах реалистов, может перейти к ним. Ну и, соответственно, реалист, который убедился в аргументах мечтателей, тоже может поменять свою сторону. Поэтому определяемся своей окончательной позицией, своей окончательной точкой зрения, ну и можно будет перейти. На счет 3. Итак, 1, 2, 3. Так, один поменял свою точку зрения. Давайте поаплодируем молодого человека, девушке. Давайте обратимся к ребятам, почему все же решили поменять свою точку зрения, пожалуйста. Да, все проблемы, которые появляются у молодых семей, они все решаемы, их можно решить совместными усилиями.
Пожалуйста. Молодой человек. Послушав реалистов, я понял то, что, может быть, некоторые семьи и могут быть счастливы при определенных количестве благ, но некоторые могут быть с этим не согласны. Некоторые все равно будут желать большего. Алена, Владислав, у вас есть право непосредственно выбрать лучшего участника. Кого вам бы хотелось сегодня отметить? В этой передаче очень активны были девушки Прасковья и Сабрина. Хочу вас отметить. Спасибо за вопросы и пригласить вас. У нас с мужем есть семейный бизнес, магазин женской одежды, и мы хотим вам подарить вот такие замечательные сертификаты. Приходите в наш магазин. Давайте у нас очень много поаплодируем. красоты. Спасибо большое. Девушки, пожалуйста, расскажите немного о себе, где учитесь, чем занимаетесь. Меня зовут Максимова Прасковья, я являюсь студенткой Якутского педагогического колледжа имени Степана Филипповича Гоголева на дошкольное отделение. Меня зовут Саидова Сабрина. Я живу сама в Житае, но учусь в Якутске, в Якутском педагогическом колледже. Я учусь на музыкальном отделении и являюсь лидером музыкального отделения. А сейчас мы приглашаем всех подняться сюда, на наш подиум, для того, чтобы мы еще могли пообщаться немного друг с другом, ну и с нашими гостями. Частью нашей аудитории можешь стать и ты. Подписывайся на наш телеграм-канал и подавай заявки на актуальные даты съемок. С вами была передача «Я молодой» Ее ведущая Елена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. на благо себя и родной республики. Всем пока! Да, это наш первый опыт. Спасибо за приглашение. Формат очень хороший, живой. Нам очень понравилось, лично мне очень понравилось. Дети были очень активные, они очень смышленные, много вопросов. И как бы это нам очень сильно помогло и понравилось. Но передача очень понравилась, было очень интересно. Были какие-то вот вопросы. Все равно мы себя со стороны услышали, мужа тоже я услышала со стороны. Но было очень интересно. Спасибо за приглашение и желаю передачи процветания.